Здравствуйте, на телеканале «Салям» Ишимбайские новости. В студии Дина Мурзина. В День Героев Отечества в Ишимбае прошел митинг. Его участниками на аллее героев стали кадеты, депутаты районного и городского советов, представители общественных организаций. К мемориалу скорбящей матери возложили цветы и венки. Минуты молчания почтили участники митинга память земляков, героев Советского Союза Николая Черных, Тимирбулата Халикова, Андрея Рябова, Садыка Сайранова, Галея Бердина, Дейлигая Нагуманова и полных кавалеров орденов славы Григория Кузнецова, Шакира Маннанова, а также всех ушедших от нас фронтовиков и тружеников тыла. Глава администрации района Азамат Абдрахманов вручил ишимбайцам благодарственные письма Комитета Государственной Думы за вклад в духовное и патриотическое воспитание молодежи. В администрации обсудили вопросы подготовки кадров для производств, которые получат прописку на территории особой экономической зоны Алга, общества ЗУР и компании «За спорт». Предприятия начнут выпуск продукции уже в 2021 году. В ходе встречи резиденты особой экономической зоны и представители высших и средних специальных учебных заведений Ишимбая, Салавата и Стерлитамака, а также службы занятости населения обсудили пути взаимодействия. Ольга Маркелова продолжит тему. По предварительным данным, в компании ЗУР планируется создать от 70 до 90 рабочих мест, а в «За спорт», где будут отшивать спортивную и рабочую одежду, почти в 10 раз больше. Но на сегодня фактически подготовленных для будущих заводов и фабрик специалистов нет. Предполагается, что обучать швей и механиков по ремонту швейных машин с программным управлением будут на оборудовании, идентичном тому, на котором они будут работать на производстве. Предприятия ждут высококвалифицированных сотрудников, готовых с первого дня работать на поток уже к предстоящей осени. Востребовано будет порядка около 1000 человек рабочих специальностей. Это швеи, это наладчики, это, соответственно, там и другие специальности, которые будут востребованы как в легкой промышленности и как в светодиодном оборудовании. Один из резидентов особой экономической зоны готов организовать поездки потенциальных специалистов в Южную Корею на аналогичное ишимбайскому производство. А другой намерен построить общежития для сотрудников из других населенных пунктов, которые выразят желание работать вахтовым методом. В свою очередь, представители учебных заведений на совещании заверили, что готовы способствовать оперативному решению кадровой проблемы и даже работать на перспективу. Открытие производств в особой экономической зоне позволит в значительной мере решить вопрос с трудоустройством жителей муниципального района и ближайших городов и районов, изменит экономическую ситуацию в регионе, поможет успешно решать социальные вопросы. Ольга Маркелова, Арсен Рахмангулов, Артем Наговицын для информационной программы. На территории муниципального района завершена операция «Тонкий лед». В рейды и на водные объекты сотрудники МЧС выезжали каждые выходные. В рамках профилактической операции подразделения пожарной охраны МЧС развернули работу по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период. Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда. Безопасная толщина льда для одного человека – это 7 сантиметров. Безопасная толщина льда для организации пешей переправы – это не менее 15 сантиметров. Однако же безопасная толщина льда для автомобиля – это более 30 сантиметров. Сотрудники МЧС предупреждают, безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 в соленой. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед не прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности вблизи деревьев и кустов. 14 декабря отмечается День башкирского языка. Эту дату в 2019 году установил своим указом глава республики Ради Хабиров. А 2020 год в Башкортостане объявлен годом башкирского языка. В Ишимбайской 16-й школе учащиеся с удовольствием занимаются изучением языка и культуры родного края, участвуют в различных конкурсах, а родители пополняют музей новыми экспонатами. Что нравится детям на уроках и какую коллекцию домашней утвари башкир собрали в Национальном музее школы, узнала наша съемочная группа. Каждый раз, приходя на урок, дети рассматривают экспонаты. Ручную прялку, ткацкий станок, полотенце с тамбурной вышивкой, батман, используемый для хранения меда, масла, крупы, а также старинные утюги, шем, керосинку и дымарь.
Отдельный интерес вызывает инсталляция обеденной зоны со скатертью «Ашье-Улык» и уютный уголок с люлькой. Всей семьей сидели на этих нарах вокруг самовара. Семья у нас была большая, 6 детей. И мы мама с папой вот так рядом сидели, и мы сидели вокруг этого самовара. В прошлом году Хусна Хисамудинова выиграла конкурс «Учитель года» в Ишимбае. А на сцене в Уфе в национальном костюме она прочла стих и сыграла на кубызе. Столетний нагрудник Тушалдерек остался от прабабушки Хусны Биишевны из деревни Кулганино. Именно его она надела к старинному костюму, состоящему из платья, зеляна, кашмау, головного убора и сапог. Теперь Тушалдерек хранится в школьном национальном музее. Это мне дала моя двоюродная сестра, это осталось от нашей прабабушки. Вековые предметы быта и интерьера, интерактивная доска, увлекательная литература и современные методы преподавания. В школе номер 16 созданы все условия для изучения башкирского языка. Многие, наверное, слышали про проект «Интерактивный башкирский язык». Он входит в проект «Взлетай», разработанный главой нашей республики и Институтом развития образования. Проектом руководит Ахат Ильмухаметов, и целью этого проекта является изучение башкирского языка для тех, кто хочет начать изучать башкирский язык вот прямо на начальном уровне. По данному проекту учителя башкирского языка 16-й школы начали работу первые в Ишимбае и активно помогают учащимся заниматься через приложение уже 2 года. В кабинете установили интерактивную доску и предоставили ноутбук. Ученики 10-11 классов зарегистрированы на сайте «Интерактивный башкирский язык» и с удовольствием выполняют задания, данные на веб-ресурсе. Виртуальный проект поделен на 34 темы и легко доступен для каждого желающего изучать башкирский язык. Я люблю изучать башкирский язык, и мне интересна его история и история его словесности. У нас очень интересно проходят уроки, и учитель нам интересно и понятно объясняет темы. Педагоги делают акцент на формировании языковых навыков и умении применять полученные знания в ситуации реального общения. На уроках школьники не только изучают слова и читают, но и стараются понимать речь на слух и отвечать на вопросы. Дмитрий Вахмяков, например, с удовольствием переводит тексты и пишет диктанты. Я учу башкирский углубленно. Мне нравится и учу башкирский, потому что моя мама и ее родственники изучают башкирский. Башкирский мне помогает разговаривать со своими родными. Мин башкор теле яратам. Изучая культуру родного края, имея возможность дотронуться до столетних предметов быта и окунуться в атмосферу жизни предков, детям любого возраста и национальности становится не только интересно изучать башкирский язык, но и важно, ведь это расширяет коммуникативные возможности обучающихся. Ольга Маркелова, Арсен Рахмангулов для информационной программы. Со 2 по 12 декабря в республике проходит декада льготной подписки. Подписная кампания на первое полугодие 2021 года продлится до 20 декабря. Подписку на местные издания газеты «Восход», «Тратау», а также на республиканские издания можно оформить как для себя, так и для любого получателя по всей республике через почтовое отделение города и района. Во время декады подписки выписать периодику можно со скидкой. На сегодняшний день принято около 1000 изданий. Значит, декада всероссийская продолжается у нас до 20 декабря, поэтому обращаюсь к жителям, кто не успел еще подписаться, пожалуйста, мы ждем всех в объектах почтовой связи, а также посредством через почтальонов. Выписать любые центральные, республиканские, районные периодические издания можно на сайте или мобильном приложении Почты России, в почтовом отделении и через мобильные почтово-кассовые терминалы у почтальонов. В онлайн-каталоге Почты России более 5000 изданий. Местные газеты интересны ишимбайцам тем, что в них печатаются самые актуальные статьи, репортажи, новости, касающиеся жизни муниципального района и многое другое. Также редакция газет ежегодно проводит розыгрыш ценных призов среди ишимбайцев. Каждый работник крестьянско-фермерского хозяйства с трепетом относится к своим ежедневным заботам. Уход за животными, уборка фермы, проверка техники. Ответственность и внимательность для сельчанина на первом месте в любое время года. Наша съемочная группа отправилась в деревню Осиповка, чтобы узнать,
Как удается хозяйству Сергея Павлова процветать в непростое время? Одна из актуальных профессий в селе – механизатор, специалист, отвечающий за наладку, ремонт и поддержание в рабочем состоянии сельскохозяйственной техники. Он просто незаменим там, где используют тракторы, комбайны и прочие машины, а также оборудование животноводческих ферм. Житель села Скворчиха Владимир Павленко всю свою жизнь посвятил профессии тракториста, комбайнера. Сейчас, занимаясь скотоводством, следит за рационом и графиком кормления скота. Летом заготавливаем корм, на комбайне еще сижу, убираю зерновые, чтобы зимой кормить скот. Вот занимаюсь скотоводством. У меня всю жизнь мать фермером была, заведующей фермой 30 лет в Скворчихе. Так что я сельское хозяйство знаю с детства, что это такое. Вот, занимаюсь этим. Крестьянско-фермерское хозяйство Сергея Павлова работает с 2014 года. Специализируется на разведении крупного рогатого скота. Скот держат и летом, и зимой. Построена новая ферма для откорма. Функционируют склады для хранения зерна. Готовы дома для рабочих. В хозяйстве имеется около 300 гектаров земли, из которых 220 гектаров засеяны зерновыми культурами для подкормки скота. 80 гектаров засеяны многолетними растениями. Было приобретено достаточно техники, весь рабочий процесс механизирован и почти не используется ручная сила. Задействованы всего 5 рабочих. В личном хозяйстве насчитывается более 320 голов крупного рогатого скота. Занимаемся мы мясным скотоводством, то бишь разводим на мясо бычков. Именно бычков вот мы сейчас сделали упор на герефордов и казахских белоголовых. Основное вот на это направление. Это чисто мясное направление. Вот. Ну, также дополнительно у нас есть овцы, порядка 120 голов. Ну и там десятка-полтора лошадей. Руководитель хозяйства Сергей Павлов для получения качественного мяса готов использовать новые технологии в кормлении животных и уверен, что все его планы будут реализованы. Фермер улучшает откорм скота и планирует расширить рынок сбыта мяса. Ольга Маркелова, Ханна Максютова, Ильназ Бекузин для информационной программы. И на сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. До свидания. Учебный центр «Промстройгаз» имеет более 70 представительств на территории России. В феврале компания открыла свои двери и для ишимбайцев. Основные направления работы – обучение по программам дополнительной профессиональной подготовки, повышение квалификации профессионального обучения. Материально-техническая база центра позволяет эффективно обучать как руководителей компаний, так и специалистов. В перечень 500 направлений входят рабочие специальности, пожарно-технический минимум, первая медицинская помощь, промышленная и электробезопасность. Также получить специальность могут будущие электрогазосварщики и инженеры по охране труда. Обучение проходит на очной и дистанционной формах с использованием мультимедийных систем. Доступна переподготовка на базе среднего и высшего образования. Выпускникам выдается диплом, удостоверение или свидетельство. Адрес: Стахановская, 51. Номер телефона: 8 987 4 800 600. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО – это ответственность и обязанность каждого владельца автотранспорта. Центр страхования в городах Ишимбай и Уфа занимается предоставлением услуг по страхованию автомобилей, имущества, квартир, домов, жизни и здоровья. Оперативно застрахуют выезжающих за рубеж. Сотрудники Центра страхования проконсультируют по системе ипотечного страхования, подготовят документы на сертификацию ГБО и ТСО, изготовят госномера. Удобно, когда все страховые компании в одном месте. Город Ишимбай, Стахановская, 51, офис 201. Номер телефона: 8 917 76 97 200. Город Уфа, Менделеева, 10. 8 937 84 83 111. Проконсультироваться и оформить полис вы можете с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 14. Доставка полисов по городам Уфа и Ишимбай бесплатна.